цілуватися, як ми хочемо. Вельми цілуватися, тягнемо зуби, о. Зуби у нас стиснуты, губы наперед, тягнем. И утрымливаем такой сомкнутый губы. Это я просто размовляю. И утрымливаем до 5. До 5 утрымливаем. 1, 2, 3. Вельми цілуватися хочеться. Вельми. 4, 5. Коли ми робимо зброс, ми робимо так, як робить коник. Лошадка, так? Скинули. Это просто у меня зараз думки отлетели. Люстерки, коли есть, это зручнее за все робить з люстерками. У меня у сумці есть 2, я принесла, но я сумку. Я куда засунула. Коли хочете, коли мне хтось сумку подасть, я могу дать люстерки. Для самоконтролю треба взяти люстерку перед собою, і вам буде зрозуміло, так ви тягнете губи? Чи не так? Не такая красота, а такой, берут, целоваться, не хочет целоваться. Так? Девчонки, у кого есть люстерки, можно достать, можно на занятки приносить. Дома так само, когда можно робить перед люстерком, как вы сами себе, кому треба. Такі, ну, які є, кому треба. Можете передавати. Так, кому треба. Дівчат туди нафарбовуйте. Так, я ще раз поспробовали слоника зробити. У нас потом все как-то лучше веселее будет, потому что мы будем уже на одной мове размовлять. Так? Вы будете разуметь, что слоник это значит, ось там судовный тянем. Человек умеет целоваться, да? Это важно. Так, потягнули. Тянем наперед. Просто наперед. Тягнем. Тягни, до сюда. Тягни наперед. Раз. 2, 3, 4, 5. Я прошлый раз. Наперед. 1, 2, 3, 4, 5. Ты так стараешься, что ты весь до меня вытягиваешься. Не зажимай вот это место, где ты реализуешь, это холодно. Так, зараз робить те саме. Слоник, только ее у нас у трубочку перетворяется. Трубочку буратино мы называем. Трубочка. Наперед вытягнули, наперед. И зробили усмешку. Губы сомкнуты, зубы сомкнуты. Потягнули. Трубочка. Буратино. Трубочка. Буратино. Трубочка. Буратино. Так, а теперь трубочку зробили. Гэта вельмі цяжка ўжо. Адразу кажу, трубочку зробили і спрабуем рухаць направо-налево. Скидывайте про это, рухаться не повинны. Наперед потягнули губы. У кого не отрывливайте, можно руками. Допомагати собі, поки руками. Це так само робимо. Так. А зараз робимо так. Скинули. Поцілунок маті називається. Практикування робимо так. Моцно-моцно. Щоки поміж зубов затягнули. Так, утримали до 3. 1, 2, 3 і зробили. Так, ще раз то саме. Так, еще раз. Нічого. Так. А зараз робимо один раз, як будемо поцілунок даємо, так? Тут на яку мову перевести. Поцілунок даємо. А другий раз, як лошадка, цокаємо, так? Зубы разомкнуты, не смыкаем. Там простора повинна быть у роте, губы сомкнуты. Уколы в щеки. Щекой тягиваем языком. Так.
спробуем. Только левую. Только верхнюю губу. Только нижнюю. Малка называется. Так. И то же самое еще раз. Правую. Левую. Верхнюю. Нижнюю. Язык помеж губами и зубами. Помеж верхней и нижней. Засунули. И потянули наперед. Помеж нижними губами и зубами. Потягнули наперед. Еще помеж верхними зубами и губами. Губами, грибами. И нижняя. И поцокали, как лошадка. Так. Добре. Это з гэтым парабіць. Зараз будем... Крутится голова? Добре. Крутится? Добре. Значит, дыхайте правильно. Зараз что мы с вами поробим еще? Повымаем себе губ. Каб ягорки были чудны наши, да, и як мы вешали, декламируем, нам треба губу добавить, скажем так. Зараз уявите себе, что вы кажете м, але он с закрытым ротом. Але постанова вроде такая, як быццам вы можете в любой момент открыть рот и сказать Коли вы будете кричать, ну, мне дети кажут, ой, Светлана Борисовна, а что
шанс извинить. И они растягиваются нарешті по месту, и я буду далее протягивать свои занятия, так? Но я при этом ничего себе не пошкоджу, ніде ні в одном месте. Ось для этого нам треба научиться правильно дыхать и выкидывать в себе повітря. Бинь! Бинь! Б! Б! Выкидываем! Б! 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 Бинь! Б! 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 И мы туди кричим. Туди кричим, так? Туди поспробуємо. Про зреку треба докричатися. Ніяку інформацію вельми велику донести, вельми важкую. Туди кричим на одним диханні. Набрали повітря. І туди. Так, я ще. Туди. Зрозуміли, чим будемо займатися? Тяжко? Тяжко, голова весь час. Я тебе повідала, що ти туди не повинна йти. Так, і зараз поспробуємо з вами трохи поартикулировать то, про що я вам казала. Это могут быть скороговорки, это могут быть просто некие верши, там, что может быть, ну, проза якась. Берем книжку, любую, открыли и начинаем ее читать. В образы милые родного краю. Амплитуда як можна большая. Это для артикуляции для вашей. А зараз будем худкоговорку. Я знайшла и по-русски, и по-белорусски одно. Глядите. По-белорусски это будет водовоз вез воду от водопроводу. 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 И трошки худшей поспробуем, то есть самое. Водовоз вез воду от водопроводу. Водовоз вез воду от водопроводу. Водовоз вез воду от водопроводу. А по-русски это будет водовоз вез воду из-под водопровода. Водовоз вез воду из-под водопровода. Водовоз вез воду из-под водопровода. Не из, а из-под водопровода. Водовоз вез воду 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 из-под водопровода. Вот это то, что вы можете робить сами, без контроля. Люстерку взяли дома, дали себе час, там, 15-30 хвилин и позаймались сами с собой. Научились дыхать. Так, зараз, что мы повинны привыкнуть один до одного. Повинны привыкнуть не соромиться один до одного, размовлять один з одним. Тоді, коли нам буде утульно тут розмовляти, нам буде утульно і в любым місці розмовляти. Зараз ми з вами спробуємо зробити таке практикування. Ми зараз усі вийдемо разом на пляцовку і будемо просто ходити, просто рухатися. Не боючись глядеть один на одного, не боючись, не соромячись, так, мы будем глядеть, уводши один одному, усмехаться можно там что-нибудь скорчить, чему нет, так. Будем просто с вами рухаться, але вельми повольно. Колонная мова, мы не повинны сутыкнуться один за одним. Мы повинны рухаться, але не сутыкаться. Поэтому мы потом будем повеличивать рух и не давать сутыкнуться себе с кимсти. Весь час оценивать себе на пляцовці у соотносинах з вашими партнерами. Зрозуміло задання зараз? Всі на пляцовку. І починаємо рухатися. Просто повольно рухаємося, глядим один на одного. Рухаємося, займаємо всю пляцовку, стараємося, щоб у нас не було місця вольного. Рухаемся, рухаемся. Не в подлогу только мы глядим, в очи один одному. В очи. Только стараемся не посередине у всех ходить, у нас есть еще боки. Пляцовка повинна быть занята вся. Рухаемся. Рухаемся, рухаемся в подлогу, мы не глядим, в столі так само не глядим один на одного. А зараз криху
увеличим темп. Крыху. Сутыкнуться мы не повинны. Ни с кем. Рухаемся, рухаемся. Не бегай, не бегай. Рухаемся. Рухаемся, глядим один на одного. Можно усмехнуться. Так, ну jeszcze худшей только поспробуем. Худшей. Пляцовка повинна быть занята уся. А коли просто так вот ходжу, просто потому что сказали мне ходить, ну, Это же господар Валерий каже про то, что треба себе ставить, коли вы знаходитесь на пляцовці, вы повинны себе ставить докладную задачу, что вы робите. Вы просто рухаться не можете, вы повинны нечего добиваться. То есть я хочу, наприклад, за ним просочитися. Але так він не зауважив, так? Я увесь час держу його у полі зроку свого, але роблю вигляд, що я за ним не сочу. Хто я придумываю? Я такий слідопит. може хто в Шпіон. аптеку, може хто в аптеку біжить. А мені хто аптеку Чому? лежить? Як терміново це треба. Так? Хто вкрав. Это уже то, про что казав господар Валерий вам на тих занятках так само. Откуль, куди і навошта? Хто я? Откуль я йду? Куди я йду? І навошта? Яка у мене мета? Этого моего походу. Так, рухаемся, коли ключей, это может быть как сокрыться, ті спозняемся. Коли побольно, что я роблю, так? Это уже іншая мета, іншая ідея. Так, і давайте зробимо коло. Коло. Ні, не такое. Коло. Это так само праца така агульная. Мені просто такий весь мячик, більше в мене немає, у мене діти. Такий весь мячик, так? Это предмет, який ви можете руками своїми обмацати, так? Він у вас не уявний, а він докладний. Він має форму, ось він такий круглий. Він маленький витим, він достатково легкий. Але ми зараз з вами будемо уявляти, що це не той предмет, який ми у руках отримаємо. Спочатку ми його просто передадим, як він є. Відчуємо, який він. А ось зараз ми будемо з вами виконувати менавіта те, про що ми тільки що розмовляли. У нас буде вже конкретна мета, конкретне уявлення об цьому предметі. І ми одразу уявимо, що цей предмет, тільки давайте домовимося не кидати один одному, так? Тому що він відлітає. Він холодний. Він вельми холодний. Як ми його передадим? Холодний. Він вельми відчуваємо, який він холодний. Холодный, не кидать, только не кидать. А зараз наоборот, вельми гарячий, гарячий. Не кидать, передать. Гарячий передаем, гарячий. Руки только, руки не кидайте, руки. Так, а зараз він вельми тяжкий. А чуємо, який він тяжкий, так? Він тяжкий. Він тяжкий. Вельма тяжкі. Так. Тяжкі такі, що не підняти просто. І он тяжкі, у нас тяжкі. Тяжкі, так. А зараз він у нас які такі. Такі грибкі. Слизкий. Прости, вы повинны это отчуть. Это конкретное отчувание. Але його треба взяти і передати. Так. А зараз, ось як ми уявляли собі нечто конкретне, то він тяжкий, то він може бути легкий, да? І він від нас весь час некуди спробує полетіти, так? А зараз ми уявимо, що це якоїсь, може, почуття наше до наступного
хто стоїть поруч. Так? Наприклад, це просто моє сябровство. Нет, мы сябровство держим, сябровство. Доброе почувствие, светлое. А зараз гэта кривда. Ось зараз питання. Було таке, значить, там, кривда. Вы одразу все сыграли это тваром. Формально. Вот кривда, вы видите, кривда, значит, обидеться, да, значит, это что тут такое, и это, да. И никто из вас не подумал, что такое кривда, есть причина этому, да? Это хутка, вы хутком, у вас есть визави, поэтому для вас не было человека живого, который был для вас. Просто просто было обозначение. А коли вам кривду передает человек, и вы передаете кривду, это разные вещи, нет? Вы приймаете кривду от когось. Я думаю, что, коли вы это зараз повторите, то это не будет так хутко. Ну, принаймні, не повинно бути так хутко. Потому что некий есть процесс. Спробуйте. Скажите мне, что было, какие наибольше цікавые были моменты? У кого? Скажите, у кого бы, я к вам подал, вы же бачили, передали и заучили сочили, да? Вот что было вам самое, ну, цікавые, какие моменты были? У кого были цікавые моменты? Давайте знакомиться сразу по ходу. У кого? Карина? Ну, Карина, да? Я ще кого? Вижу. Мирон. Мне здається, що ось у вас Карина ее покрыто, покрывда сына мать. А вот скажи мне, будь ласка, а як ти можеш визначити, що було, що там тебе сказати? Что? Ось виграй. А. Ну, то, что сын матери это ось. А про що це було видати? Як ти Ну, про что я выдумал. Ось, як он отвернулся от ее мячик. А тобі що було видно? Что он не так худко, что у него был процесс, так? Что ему было не так просто. И ты читал нечто там, здогадывался нечто, да, что там поміж ними могло быть. Бачите, вот тут кожен з вас зіграв зараз маленький спектакль. Да? Кто кратей, кто чуть больше прожил, ну, кто больше обозначил, так, ну, обозначил, про что это обозначает. А вот коли
Не треба боятися процесу. Потому что процесс у житті в нашем это самое важное и самое каштовне, коли відбувається процес. Так же, як відбувається, скажімо, у житті, так, коли некий конфликт возникає поміж кимсь, так, ти назираєш, наскільки він глибокий конфликт, наскільки він правдивий, наскільки він гуляється, цей конфликт, да, наскільки вот, это завсёды можно читать. Вы читаете в житті, это подсведомо, не анализуют, что там говорится, а не читаете это. А вот это практикование, которые зараз даются, они вам и в житті могут допомагати іншим разом. Не просто бездумно, так, знаете, так подсведомо там, воспринять, что мы видим, а они примусят вас оценить и зробить выснову, вывод некий, и здогадаться, и сказать, о, конечно, ничего такого. Это пройдет. О, это не нас, а это болюче. Значит, какая реакция была, да, у человека. Значит, треба осторожно неким чином. Это вам поможет чисто психологично ориентоваться в житті, набираться мудрости и ведания. Потому что в житті, коли без анализу проходишь, то часто повторяешь и робишь помилки. Но помилок в житті. А коли учишься анализовать, то в этой уже есть, кажется, что учиться на чужих помилках. Мы амаль не умеем учиться на чужих помилках. Завсёды учимся, на своих. Ось, коли хоть трошечки, так сказать, будем уметь анализовать, то нам в житті так само допоможет. Меньше конфликтовать, да? Меньше кривдиться серьезно, да? Разуметь, что это можно на первый пойти, можно помогать человеку. Вот. Дякую.